Для чего мы это делаем? Мы это делаем для того, чтобы наши собственные якутские игроки когда-нибудь поднялись на пьедестал мировых соревнований и могли заслуженно сказать, что мы, да, из Якутии. И гордо подняли наш флаг. Круто же. Вот ради этого мы и стараемся. С 28 февраля по 1 марта в Якутске прошел первый открытый киберспортивный турнир для любителей Кубок АЭП с призовым фондом 210 тысяч рублей. Организаторами турнира выступили акционерный коммерческий банк «Алмаз Эргенбанк» и киберспортивный клуб «База номер 1». Кубок АЭП собрал более 2500 заявок на участие, примерно 4000 болельщиков и онлайн-зрителей. Турнир прошел в 3 этапа по таким дисциплинам, как PlayerUnknown Battlegrounds, World of Tanks, Counter-Strike Global Offensive, Dota 2. Итоговые сражения гранд-финала состоялись в кинотеатре «Лена» по дисциплинам Counter-Strike Global Offensive, Dota 2. Через двери и... Да, ВХС никого не смотрит. Уже убивает двоих, но Кан сразу же разменивает. И это раунд в копилку. Дага 55. Хороший Мальдик залетает, делает неплохой блинка. Все, ОМОН приехал. И все, ой-ой-ой-ой, что происходит? Хорошие просто шарды, МК тоже должен отвалиться. ПАшка еще и живет, Маледик как раз заканчивается, будете замедлять сейчас? Нет, продолжения не будет. У нас были чебуреки, кока-колы. Мы сидели, думали о каком-нибудь масштабном мероприятии и раздумывали над организациями, которые могут поддержать наше стремление и финансово, и оперативно. С этим предложением о проведении турнира такого масштаба республиканского, да, мы выходили ко многим компаниям на самом деле. И тут, собственно говоря, давайте выйдем на Алмаз Эргенбанк, и вдруг оказалось, что они... Оп! Та компания, которая откликнулась практически сразу же. Вот, и мы очень рады и горды, что банк такой величины согласился с нами работать. Алмаз Эргенбанку было очень интересно проверить гипотезу о новом рынке, который возрождается. Это именно киберспорт. То есть мы считаем, что этот рынок, он будет в будущем конкурировать с основным спортом. Причем этот рынок будет расти, наверное, даже больше футбола, больше Олимпийских игр. Нагрузки психологические, эмоциональные, они такие же напряженные, как в реальном спорте. И нам интересно посмотреть, как отреагируют жители города Якутска на такой турнир, на такое освещение, на такой формат. Турнир был задуман любительским для охвата большего круга игроков. Потому что есть у нас в Якутске очень много игроков, которые давным-давно играют в эти дисциплины, и без сомнения их уровень очень высок по сравнению с обычными игроками. Поэтому мы искусственно ввели ограничения. Мы решили, что давайте мы ради справедливости забаним всех более-менее знакомых нам профессионалов, и пускай это будет чемпионат на равных условиях. Потому что в плане статистики, как киберспортсмены, реакция где-то меньше, чем 0,1 секунда. Остается только... Воу! Мы сделали закрытый список участников, которые не могут участвовать в этом турнире. И у нас получилось. К нам пришло более 2500 заявок на это для участия. Это уже говорит о том, что мы сделали правильную ставку. Мне запомнилось больше всего онлайн-этап отборочной группы. Нет права на ошибку, только одна игра, чтобы выйти в финал. Уже имеется Тимберсофт, он сразу, кстати говоря, будет на шага. Да, поймали. Есть ультимейт у нас от Верны. Поймали у нас Фантом Ассасин. Здесь его никак не отпустит заряженная палка. Когда мы начали думать над тем, как устроить гранд-финал этого турнира, ведь шоу должно было получиться ярким, запоминающимся, чтобы это стало новой планкой для якутского киберспорта, мы без сомнения выбрали кинотеатр «Лена». Приходим мы как-то к Алексею и спрашиваем: Леха, а ты не против вот у себя провести? Он такой: сейчас, подождите. Алексей Алексеевич, да, я вас слушаю. Шучу, на самом деле так не было. Примерно так и было. На самом деле мы знаем Алексея Алексеевича как
хорошего, инициативного и амбициозного товарища, который ищет всегда разные способы для вовлечения кинотеатра в разные виды. И он это течение решил посмотреть. Кинотеатры и на Западе, и в России центральной давно уже поддерживают подобные ивенты. Мне запомнился момент, когда я впервые зашел в этот зал кинотеатра «Лена», и там было очень много зрителей, около 300 вроде, да? Я как-то обомлел, я был ошарашен. Это быстро пошло. Когда ты находишься вот в самой игре, да, ты полностью погружаешься вот в эту атмосферу. Ты как будто в игре, и ничего другого тебя не беспокоит абсолютно. Это наш первый опыт. Было волнительно. Немножко отбивало, что нас смотрело 300 человек в зале. Нельзя было ошибаться. Это было там 50 тысяч рублей, одна игра средняя. Участникам хотелось бы сказать, фокусироваться только на игре, не обращать внимания на зрителей, сколько бы их ни было. Я вообще не думал о зале. У меня просто фокус был на экран, на игру. Из нашей команды, получается, почти все играли в городских турнирах, из-за этого у нас опыта будет побольше, чем у них. LAN, я считаю, сильно отличается от онлайн-этапов, так как там больше психологическая борьба идет. Там люди приходят и начинают волноваться просто, по большей мере. Мы, мне кажется, меньше волновались, чем наши соперники. Я, правда, не ожидал такого количества зрителей, и это, конечно же, радует то, что вот, население Якутии активно интересуется киберспортом и поддерживает его. Плент пустует. И... Дефьюз киты слетели. Один улучшает. Олегон и Дифи остаются вдвоем. Дефьюз киты только у Дифи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, быстрее выходи! Нет! Но для кого-то да и Mix Fighters в этой встрече оказываются сильнее, но это только первая карта. Аплодисменты! Команда Mix Fighters! Есть ли таланты в нашей республике? Конечно же есть. Но основная проблема находится только в их поиске. Мы считаем, что у нас еще есть где-то ребята, которые могут дотянуться выше. Может, где-то там бегает наш маленький Роберто Карлос или там Пеле, просто в масштабе киберспорта. Просто он бегает по снегу сейчас в хатанках и пинает ледышки. Он просто не знает этого. Сидит и смотрит, как брат или отец играет. Наша задача его найти и воспитать. Вот. А для этого мы проводим турниры, чтобы искать этих молодых ребят. Хотел бы пожелать ребятам в будущем собирать команды, больше тренироваться, участвовать на разных турнирах, не только LAN, но и онлайн, и стараться выигрывать. Хорошие хайлайт-моменты получились во время турнира от моих тиммейтов, от меня и команды противников. В принципе, шанс есть у ребят и 9-2. Ждем камбэка. Напоминаем, что эта карта, это пик команды Mix Fighters. Таких моментов, надеюсь, что больше будет со временем, и турниров вообще в целом будет проводиться больше. Надеюсь, киберспорт в Якутии будет развиваться большими темпами. Что ж, 3 в 3. Шанс есть, берут Б. Кладут бомбу. Отлично, мы прочитали его и вырвал Муршайна. Но Диквип не смог вытащить этот раунд. Не успеет бомба, потому что дефьюз кит. На то он и дефьюз кит. Проблема с развитием киберспорта в Республике Саха-Якутия – это в первую очередь инфраструктура и физическое расположение Республики Саха-Якутия. Мы слишком далеко физически расположены от центров, где киберспорт популярен. Если мы будем сейчас играть с Америкой, то это пинг 200, а если с Европой, то 120. 100 пинг — это в среднем задержка 0,1 секунды, которую игрок должен переигрывать уже в плане не физического нажатия кнопки, потому что он уже не успевает, и поэтому вынужден изобретать что-то. Тактические ходы какие-то придумывать, при файре выходить, для того, чтобы получить хоть какое-то минимальное
превосходство над тем, кто уже имеет физическое превосходство. Чтобы выигрывать турниры, соответственно, надо больше играть, больше тренироваться, учиться у профессиональных игроков, смотреть видеоролики, как они играют. И надо вкладывать себя полностью, чтобы что-то выиграть. Кажется, счет будет 6-0. Ну что ж, что и требовалось доказать, но один килл все-таки был. Есть, только у Канова, Легона их нет. Воу! Проходит! О! Сейчас мы увидели очень красивый момент, но в любом случае, да, ВХС у нас был на стреме, он... Энзель убивает его седьмое! Энзель, также убивает третьего. О, это Энзель! А Легон убивает Энзеля. Говорит, успокойся, Энзель! Что не так? Что не так с Энзелем? Он же просто заходит и делает. Это, наверное, саппорт наверняка. Воу! Но! Успел ли? Успел ли? И! Успел. Да! Третий раунд. Да, я отвечаю. Раз, два, точку. Есть! Третьего. Покажут, как они могут. Напоследок. Решаем 1-2. Решаем. Победителями этого турнира становится команда Mix Fighters. Чтобы стать профессиональным спортсменом, надо очень много заниматься и уделять этому очень много времени. Но в нынешних реалиях в большинстве случаев мы встречаем такие проблемы, когда представители нашего старшего поколения не совсем понимают отличие между геймингом и тренировками. Да? Вот им кажется, что их ребенок, грубо говоря, просто тратит время и играет, а на самом деле может быть такое, то, что человек тренируется усердно, чтобы получить какие-то результаты, да? Профессиональные уже. Может убить спокойно. Есть First Blood! Моя семья никогда не препятствовала нашим интересам, всегда поддерживает во всем, за что я им благодарен очень. У меня есть сын, ему 2 года, и если он будет играть в киберспортивные игры, то есть в КС или в Доту, то я не буду против, потому что на данный момент это очень высокооплачиваемая работа, можно сказать, во-первых, а во-вторых, игры так сами по себе развивают человека. Мы должны со временем просто научиться разделять вот эти вот две вещи между простым геймингом и профессиональными тренировками. Когда у нас это все устаканится, и мы будем это воспринять как обычное нормальное явление, да, вот тогда все станет на свои места. Профессиональные игроки играют очень долго в одну и ту же игру. Чтобы играть хорошо в Counter-Strike, нужно иметь минимум 6000 часов в этой же игре. И когда профессиональный игрок играет в свою игру, он не получает удовольствия, он это делает ради того, чтобы стать лучше. Каждый день тренируется, и они становятся лучше. Отличный пик. Я бы дал предпочтение команде Dire. В команде Radiant, если Зевин. Шада подвесил. Блочит Hellscream, отлично блочит, очень мало хп остается у нас у Фантомки, но у Фантомки, кажется, есть Аегис, и здесь разлетелся Вич Доктор, это ничего не приносит, потому что сноубол от Якута Изи Вин сразу же минус. Есть байкбэк и трипл килл от ННа, вот и Фантомка, скрытый потенциал команды Киото врывается в игру. Скорее всего, эта игра сейчас будет закончена, если только каким-то чудом, ребята. Якута Зевин просто с даггер залетел. Ой, криты, мега килл, минус. И Доктор просто, где герой? Просто на фрифайрычах же практически ультимейт от Бистмастера просто не позволяет Hellscream никак выжить. Богоподобный ПФГ. Вроде живет, вроде хилится, Б прожимает, но нет. НН просто показывает неудержимость. Есть ультимейт еще от Shadow Шамана. Якут Изи Вин просто никого не прощает. С одного ультимейта забирает у нас Вич Доктора. Экстаз. Залетает весь Abyssal Blade, по нему он не успевает даже прожать БКБшку. Очень мало хп у него остается. Просто начинает дальше бить. БФГ очень много урона нанес. Вось. Третий спел. Неверно, как это получилось, я даже не понимаю. И это, скорее всего, минус игра. Минус Шада, минус вторая сторона. ГГ. Первая карта за командой
Киото. Неплохая игра, дорогие друзья. Вау. Давайте поаплодируем команде Киото за первую карту. Киберспорт работает психологически подготовленными людьми, скажем так, личность которых сформировалась, которые потом не будут жалеть о своем выборе, скажем так, минимально способны к рефлексированию на тему «я был неправ», «прав ли я был» и так далее. Раз уже решился стать киберспортсменом, то действуй до конца. Я не собираюсь дальше играть вообще в компьютерные игры, так как я завязал с этим. Сыграл в этом турнире по большей части из-за призового фонда. Ну, ощущать себя победителем — это уже не впервые, как для меня. Лично мои эмоции — это просто радость. Думаю, что для нас данная победа не была тяжелой. Мы были готовы к этому и заранее представляли то, что мы являемся фаворитами данного турнира. Мы хорошо сыгрались, у нас появилась определенная химия между игроками, каждый понимал другого с полуслова. И здесь выход на Якута. Разлетелся у нас Дау, БКБ сразу прожимает Блудсикер, сразу Ника забрали, ничего поражать не успел. Айспас просто моментально, Экстаз, очень мало хп остается у него. Здесь просто вцепился Шада в ПФК. Экстаз лоу хпшный, надо забрать, Якута Зивин это все делает. Хеллскрим половина хп, Ходж пытается забрать, у него ничего не получается сделать. Под Хиксом есть второй спел от Блудсикера, очень мало хп у Хеллскрим просто умирает. Здесь корни срабатывают на Вайпер, Вайпер просто-напросто выживает. Что происходит? Шадо здесь в форме умирает тоже, скорее всего его не отпустят. Да, это минус. Это full fight team wipe или что? Даблкилл делает у нас ПФК. Мало хп у Вендейса. И это full fight team wipe. Экстаз очень сильно. Ника минусует. Нет, успевает он. Стяжка, что происходит? Боже, мало хп остается у Экстаза. Бластиллер пытается Вайпера убить, тем временем Шада серию убийств делает, забирает Коши. Минус 4 на ровном месте. Шада остается один. Шада здесь может умереть. Есть байбек. Байбек у нас от Тускара, байбек у нас от Джакира. Шада минус. Есть у него байбек. Хеллскрим заходит. Якута Зибин, есть тан. Стяжечка от Чаускана. Это очень долго бьют. Дарксира умирает у нас Якута Зибин. 100 секунд не будет. Блудсикер. БМ. БКБ в КТ. Страх от медведя. Ника умирает, она зверствует просто. Вы видите, мало хп. Без медведя еще. Да, без медведя. Один лонгрид без медведя. Это ГГ. Это ГГ. Это значит, что Киото занимает первое место среди нон-про составов в республике Саха-Якутия. Это была трудовая победа. Мы приложили немало усилий для достижения этой цели. Конечно, было грустно проиграть. Мы должны были победить. Времени не хватило подстроиться под противников. Поспешили в последних секундах, не додумали что-то или наоборот перемудрили с пиком нашим. Так себе отмазка, конечно. Это только начало нашего пути. Надеюсь, длинного. Мы будем дальше развиваться. Учтем все ошибки и более тщательно подготовимся к следующему турниру. Я не думаю, что в Якутии киберспорт не развивается. На самом деле он развивается, и мы служим локомотивом для его развития. Надо понимать то, что киберспорт — это спорт будущего, и он все равно у нас будет. И в любом случае, хотим мы этого или не хотим, киберспорт в недалеком уже будущем займет очень важную часть вообще жизни населения. Вся наша молодежь так или иначе сейчас связана вообще с геймингом. Вот сейчас мы провели чемпионат, несмотря на то, что он любительский, он полностью подтвердил то, что киберспорт будет популярным. И этот чемпионат это полностью